ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В бизнес-инкубаторе УГТУ прошла встреча министров с предпринимателями Ухты и Сосногорска. Идея такого собрания была озвучена еще зимой. И вот во главе с первым замом председателя правительства Ларисой Максимовой на беседу со страждущими диалога прибыли представители министерств финансов, экономики, сельского хозяйства, промышленности. Одной из первых проблем, что прозвучало в зале со стороны предпринимателей, стала долгоиграющая тема об отсутствии площадок для продажи местной сельхозпродукции. В городе есть предприниматели, готовые выкупать овощи у мелких фермеров, но беда в том, что реализовывать их негде. Продукцию необходимо реализовывать здесь. С реализацией проблема в том состоит, что администрация не выделяет ни мест под павильоны, потому что она приняла решение. Это нам ни к чему. На сегодня засилие у нас сетевиков, магазинов, и это вообще продукция нигде никуда не идет. Лаконичный ответ последовал от заместителя министра сельского хозяйства Натальи Колбасюк. Мы с муниципальными властями над этим работаем. Вот, к примеру, будет организована ярмарка выходного дня. К диалогу присоединился и мэр Магомед Османов. Надо сделать все правильно, поэтому и не сразу. Сколько еще ждать, вопрос такой же открытый, как и масса сетевых магазинов. Тех самых, в которых продают иностранную голубику по 800 рублей за кило. Хотя в лесах Коми немало своей, и люди на селе готовы на ней зарабатывать. И собирать достаточно тяжело эти ягоды. И немногие решаются на такой вид работы. Вот, не хотело ли бы правительство Республики Коми поставить вопрос о помощи такому населению? И опять лаконичный ответ от Минсельхоза. Тема для обсуждения есть, будем думать. После дискуссии на тему овощей и ягод плавно перешли к более серьезным вещам, а именно к финансовым вопросам. Традиционно сухая информация о программах поддержки была продолжена пылкой речью директора одного из крупных предприятий города – Северкомплектстрой. Больше 25 лет компания занимается ремонтом железных дорог и теперь больше не принимает участие ни в каких конкурсах на тендры. Зашла организация «Авангард». Проверяем «Авангард» организацию. Бизнес какой у них? Стирают они и ресторанный бизнес. Они выигрывают железнодорожную, серьезную работу железнодорожную, где ходят пассажирские поезда. К ним, безусловно, даже мониторы пути на работу не идут. Но они, значит, как? Вот вам, значит, тут 7 тысяч мы дадим официально, остановка конвейера, да? Это все знают, народ республики. После выступает еще один предприниматель, который занимается бизнесом в Ухте далеко не первый год. То есть Центробанк пишет такие законы, что предпринимателю невозможно получить кредит. Я компания с безупречной репутацией 4 года ползаю в банк на коленях, никто ничего не дает. При этом у меня безупречная репутация, я не просрочил ни на одну секунду, ни на одну минуту, ни один их кредит. Любыми отговорками. Мы работаем, мы вас любим, мы вас то, мы вас все. Я получаю вот такие вот слезные письма, как уважаемый, дорогой, родной, там, 5-10, но ни копейки. И самое главное, что забрали все. Я им должен там сущие копейки, они забрали у меня все. Резюмировать эти выступления можно просто. Сегодня предпринимателям нужны не столько господдержки, сколько инвестиций, возможность финансирования банков. И в словах выступающего «дайте нам обычного ростовщика, барыгу, которому можно отдать в залог машину и получить миллион», что-то уж точно есть. Поможет ли это собрание страждущим? Вопрос риторический. Но хотелось бы, чтобы мнение предпринимателей все же было учтено. Тем более, что их доходы – доходы города.